Так, давайте у двоих есть вопросы или что? Асель, Саламатсызбы агай, саламатчылык? мен домашний работамды көрсөтөйүнбү дегем. Хорошо, хорошо. Баштайлы анда сабакты сразу эле. Көрсөтө берейинби? Ооба, ооба. Хорошо. Доступ бар экен, азыраак болобу? Так. Сейчас это не то. Бул көчөкү эменин ылдый жагынан баштай берейин. Вот имеется массив объектов с фильмами, и у объектов имеются ключи title и direction. Необходимо вывести 3 фильма с наиболее длинным хронометражем деген эме. Так, муну азыр мынакей мен мындай фильмдердин бүт эмесин жазып алгам. Бүт баарын чыгардым. Ошо фильм 5, вот 1, 2, 3, 4, 5 и 2 и 6. 6 фильм. Алардын списоги чыкты, и алардын убактысы чыкты, времясы. Вот кодду болсо көрсөк, мен массив кылып, биринчи массив кылып создавать эттим. Массивдин ичинде объекттер деметтим. Ошо title direction 3 ключ менен мынакей. Андан кийин переменный фильм деп ачып алдым. Бул пустой массив. И отдельный дагы бир массив, минимальный массив деп, массив 0 ачып алдым. Андан кийин через for менен тиги общий массивден, массив фильмовду ключтарынан өттүм. Ар бир ключун деген, ар бир ключунун эмесине кайрылдым. Времясына, directionга кайрылдым. Андан кийин if менен если минимальный массив, бул минимальный массивдин длинасы 3төн кичинекей болсо, анда мен цикл менен ошо пока ошо цикл менен ушу бол жерди 3 кылсам деле, 2 кылсам деле разницасы болгон жок. Анан 2 бойдон турат меники. Ошо цикл менен пока длинасы ошо 2 болмоюнча өтөмүн да. Ошо if если минимальный массивдин биринчи ключу, бул биринчиси эгер кичинекей болсо, ошо минимальный массивдин эң акыркысы менен, например, азыр буякта 1 эле цифра, длинасы 1 эле. Ошондо өзү менен өзү эле салыштырылып калат да. Ошондо эгер минимальный переменный создавать этсем, отдельный len min деген. Ошо len minге деген ушул минимальный массивдин бул айды индексти коёмун. Ошол индексти, то есть присваиваю. Анан if если минимальный массивдин биринчи элементи I равна к нулю, потому что здесь 0 же стоит, равна к нулю, тогда минимальный I-га я присваиваю k, бул k, вот direction k деп мы же итерируем. Ошол direction k'дин эмесин присваиваю автоматически, первый ключту, то есть времяны. И заодно сразу автоматически ошол эле по k ключ, по k-ю title, название фильма сразу присваиваю к новому пустому массиву фильм, чтобы аттарын чыгарыштым. If и else, если не равна к нулю первый массив, тогда сравниваем минимальный массив 1D k direction по времени. Если минимальный массив 1 меньше k direction, да, ключта, времядан, который по выбранному, тогда мы push добавляем сюда массив.
И заодно и фильм тоже добавляем. Ошентип итерация кетет да, сравнивает сразу. Ушул эле бул мин массив, пока длинасы 3 болмоюнча первый массив менен үчүнчүнү, экинчи менен үчүнчүнү, үчүнчү менен биринчини ушинтип сравнивает. И если минимальный массивтин узундугу, длинасы больше 3, уже больше 3, тогда мы уже этот сам массив перебираем. Потому что 15 элемент болгон үчүн биз ар бирөөсүн үчөөнү тандашыбыз керек да. 3 максимальный, не только одну, 3 максимальный. Поэтому мы перебираем уже вот этот массив, и если минимальный массивтин биринчи элементи, вот айда, биринчи элементи меньше минимальный массивтин последний элементтерин да, ошондо мы минимальный массивтин биринчи менен последний элементин сравниваем. Если она меньше, тогда минимальный массивке мы присваиваем то есть отдельный min1 деген переменный ачып, ага присваиваем минимальный массивтин биринчисин. И если ошол min1 меньше k direction, ошол фильмдердин массивтердин времясынан кичинекей болсо, тогда min массивке вот этот min1ге новый переменныйга присваиваем вот это время k direction то есть короче, өзүм башым айлап калды. Минимальный массивке присваиваем и заодно фильм присваиваем и заканчиваем break. И вот так мы перебираем каждый, пока все 3, пока фильм бүткөнгө, вот этот фильмдин полностью вот этот массив бүткөнгө чейин перебираем, пока вот этот min деген массивтин 3 элементи тең максимальный болгонго чейин ошону перебираем и заканчиваем. И ошондо каждый вот этот перебирать этилип каралып бүт барып бири менен бири салыштырып отуп, вот 3 фильма вышло. Вот. Это вот так. Короче. Жакшы. Пошагово. Негизи ойлонгон оюңуз, логикаңыз туура кеткенсиз да сиздики? Ага. Да. Хорошо. Жакшы, молодцы. И следующий, так. Имеется массив имен, необходимо перебрать массив, и все имена из массива нужно перенести в массив объектов и записать под ключом name. Дегенде мен түшүнгөнүм боюнча, надеюсь, туура кылдым. Так, сейчас азыр. Мынакей. Name 1 асель 1, name 2 асель 2, там еще раз ар бири атка неймдерди тоже ключтардын аты да башкача болду, аттардын атына жараша да өзгөрүлүп. Ошондо мен здесь я создала переменную names, имена. Здесь имена написала несколько имен. Потом второй перемен нам 1, это цифра. Потом объект открыла новый, объект А. И через for перебираю вот этот массив names. И внутри цикла создаю новую переменную, которую внутри новой переменную присваиваю name, имя, просто пишу строками имя и нам 1. Это просто я так для себя сделала, нам 1. Вот по цифру, чтобы посчитать. И в объект А по ключу, это ключ, я придумала новый ключ, да? Каждый раз ключ этот меняется. Новый ключ придумала, вот сюда присваиваю к объекту А, и этому ключу я уже вот этот именаларды жазамын. Вот. И каждый раз name'ди бирден умножаю. То есть кошуп турамын. Я здесь хотела бир эле name деп жазып деген name'дин ичине бүт бул немелердин баарын киргизсемби деп ойлогом, бирок ошентип көрсөм кирбейт экен, только каждый раз биринчи присваивать эткени стирать этилип, кийинкиси присваивать этиле берип, анан последний раз эң акыркысы присваивать этилип калат экен да, все не присваиваются. И поэтому мне пришлось вот каждый раз ключей менять.
ошо. Ошондо вот уширекли заданияны дагы бир ойлонуп көрүңүз. Name деген негизи по итерация өзгөрбөш керек да. ошо Алынып аткан массивде только объектилер бир эле ключ менен болуш керек, name деген эле. Name анан бирок аттары өзгөрүш керек да. Берки обычный массивден алынган аттар жаңы массив объектинин ичинде name деген ат менен кетиш керек да. ошону мен кыла албай кечке ойлонуп отуруп анан кечке ошибка берип сакталынбаган үчүн анан я начала ошо ключтун атын өзгөртүп киргизип койгонмун да, анан ошо подумай деп. А здесь я просто вывожу на экран бүт баарын посклично. Хорошо. Так, анан баягы сабактан кылбадык белек. Сиз ошону кыл деп эдиңиз белеңиз, ошону дальше. Так, создать массив из 15 объектов с постами для сайта блога с ключами title. И необходимо перебрать массив и вывести на экран поста в теге H3 и автора в теге P. Дедим, мынакей тема 1, автор, тема 2, автор 2, тема 3, автор 3. Шундай чыкты. Так, мындан ошо массив, объект, массив, внутри массива объекты. И так, через for опять же перебираю все вот этот let массив. И переменный счетчик-то n цифра, переменный цифра бирде придумываю. И документ write br, это просто чтобы по новой строке чыгыш үчүн. Андан кийин for, опять через цикл for, let I section. Section'ды перебираю. Это циклдын, например, бияктан я массив перебираю через for of. А уже for of'тун ичинен я уже беру каждый объект, ал объект болсо через for in перебираю, потому что объекты через for in открываем, оказывается. Ошо for in менен өтүп, if, если n равно к 1, ошондо деген мен кандай кылдым, мен түшүнгөнүм боюнча ар бирөөсүн өзүнчө чыгарыш үчүн мне пришлось придумывать счетчик. Если счетчик к 1 равна, биринчи болсо, анда это значит title, то есть H3ге жазам. И анан и сразу n-ди 1ге көбөйтөмүн. Ошондо если экинчи жолу кеткенде n уже не равна к 1, анда уже p тег p-га киргизем. И когда обратно уже идет ко второму объекту, здесь уже n уже обнуляется, кайра 1ге түшөт. И ошентип каждый раз чыга берет. Ошо менин түшүнгөнүм боюнча ушундай кылдым. Жакшы. Так, азаматсыз. Сон. А можно было ушуну башкача кылып, например, через без счетчика перебрать, например, сразу ли H3 менен HP-га киргизгенге? Да, можно, но можно еще поработать. Все, спасибо, Агай, рахмат сизге. Хорошо. Так, друзья, у нас сегодня материала много, поэтому давайте сразу приступаем. Потом, если останется время, я посмотрю вас остальных домашних, хорошо? Так, сейчас давайте приступаем. Так, первое задание. Нам нужно было перебрать список с именами и их превратить в массив объектов. Так, смотрите. Вот у меня массив именами. И смотрите, некоторые элементы у меня пустые. Это я просто добавил, чтобы показать вам минимальный такой набор проверки. Если там в массиве элемент пустой, как с ним быть? Объявляю функцию function, например, toObject. То есть, поскольку я собираюсь массив превращать в объект, придумал такое название для функции toObject. Превращение к объекту. Эта функция принимает аргументом массив array. И внутри объявляю такую локальную переменную в рамках этой функции array of objects. То есть массив объектов
И это пока что пустой массив. И начинаю перебор массива, переданного массива. Ну, поскольку мне надо перебрать абсолютно все, здесь использую цикл for of. Беру let item, то есть из массива беру item, из array, и здесь делаю маленькую проверку. Просто if item. То есть, что это возвращает item? Если item каждый раз, то есть вот этот цикл каждый раз берет по одному имени. Да? Первая итерация пошла, Джон попал сюда. А Джонни это получается у нас не пустой массив. Да? Не пустой массив это у нас true значение, значит у меня условие будет true. Значит, я ныряю внутрь if и выполняю этот код. Что я здесь делаю? Array of object, то есть я беру вот этот пустой массив, делаю push, добавляю, да, в конец, и добавляю туда объект уже. Объект, у которого будет ключ name, а в качестве айтема, то есть в качестве значения передаю item, который я оттуда беру, да, при каждой итерации. Если item будет пустой, вот как в этом случае, пустая строка, if будет true и if будет false, потому что пустая строка это у нас false значение, поэтому этот код не сработает, просто мы перейдем на следующий цикл. Когда у меня цикл возьмет и как бы пройдется по всему массиву, код завершится, и моя функция возвращает array of objects, то есть вот этот массив объектов. Потом я просто в консоли вывожу toObjects, то есть в консоль log я передаю функцию toObject, и сюда передаю вот этот массив names. Смотрим. Так, я вывел это все в консоль. И в консоли, смотрите, получаю array из 7 объектов. Сюда попали только те айтемы, у которых имена есть. А те, которые были пустые, их моя функция просто проигнорировала, потому что здесь есть такая простенькая проверка. Да? Вот. Ну, если подразумевается, что здесь еще будут какие-то другие данные, допустим, там может быть числа, да, может быть там булевые значения, может быть объекты, то здесь можно дополнительно еще добавить там какие-то другие проверки через if или еще какие-то другие конструкции. Вот. Это вот самый такой простой, более такой читабельный формат для вас. Так, следующее задание. Следующее задание. Нам нужно было перебрать массив фильмов, и из этого массива нужно было получить последние самые 3 длинные фильмы. Так, вот у меня массив movies. Здесь, ну, несколько фильмов разные там, и у них duration тоже разный. Так, здесь я сделал 2 функции. Первая функция это getLongMovies. То есть эта функция будет принимать массив. Внутри функции я объявляю там переменную, тоже локальную, в котором будет храниться отсортированный фильм. Как я сортирую вот этот переданный массив? Array sort. По умолчанию sort, помните, производит проверку по алфавиту, если там числа, то по еще другим значениям. Но у меня здесь не числа и не строки, а у меня здесь в массиве объект. Как перебрать этот массив объектов и отсортировать его? Если вы читали документацию метода sort, ему можно передавать функцию, которая называется компаратор. Компаратор от слова compare, сравнивать, функцию сравнения. И вот эта функция компаратор у меня написана в виде анонимной функции. То есть вот у меня анонимная функция начинается, у него 2 параметра, а и b. И что эта функция делает? Она берет у объекта b duration минус a duration. Как этот код выполняется? Функция компаратор, она когда выполнена вот в таком виде,
Смотрите, давайте сперва посмотрим результат. Вот смотрите, сейчас у меня фильмы отсортированы по убыванию, начиная с самого большого duration. Идет вниз, вниз. Если я сделаю, например, B, то есть A duration минус B duration, у меня направление изменится. То есть обычно вот функции компаратора используют вот через минус. Как работает тогда в компаратор функция? Первый раз, то есть получается, вместо А попадает первый фильм «Терминатор», у него 120. То есть, скажем, вот здесь можно сказать, сюда попадает 120, а в B попадает следующий элемент. Это Hello. Фильм Hello, у которого 20, да, duration. То есть вот сюда, можно сказать, попадает значение 20. И получается, я беру у объекта А, обращаюсь к его ключу duration, и от этого ключа отнимаю у объекта B duration. 120 минус 20. Сколько у нас будет? 100. Равно 100, да? Когда у нас функция компаратор выполняет вычисление, и результатом становится положительное число, смотрите, у меня здесь сортировка идет по возрастанию. Что это делает? Когда мы получаем вот здесь в результате положительное число, в левую часть записывается большее значение. То есть вот сюда, как бы можно сказать, запишется число 120, потому что число 120 больше, да, как бы положительно. А когда происходит наоборот, B duration минус A duration, происходит то же самое, только уже в другом направлении. Там получается 20, вот следующий элемент у меня 20, да? Вот в B duration попадает сюда 20, а в A попадает первый элемент. Там 120. 20 минус 120 мы получим отрицательное число. Если мы получим отрицательное число, то в левую часть попадет наименьшее значение. Наименьшее значение это у меня получается 20. 20 и идет дальше, то есть наоборот. В левую часть попадет большая часть, и дальше будет по очереди все это проверяться, и сортировка выполнится. Я получу ту самую сортировку, которую я хотел. Мне нужно отсортировать массив по убыванию, поскольку я собираюсь взять самые длинные, и из них 3. Вот. Первая функция возвращает сортированный список, но не полностью сортированный список. Поскольку меня интересуют только первые 3 элемента, я через sorted slice возвращаю, да, return sorted slice 0,3. Первые 3 фильма получаю. А потом, просто для красоты сделал функцию show movies. Она берет тоже array. И здесь, поскольку мне тоже надо перебрать полностью массив, цикл for of. Каждый раз беру item и document write. Через шаблонную строчку вывожу title. У item обращаюсь к ключу title, вывожу его, ставлю br. Дальше duration. И у item беру duration. И для красоты добавил вот разделитель в виде знака равно. Через replace 20 символов добавил, br и вывел. Вот получается, получил последние 120 фильмов. Если здесь будет какой-то фильм, там, допустим, скажем, Silicon Valley будет, например, 200 минут. Вот. Самый длинный фильм, потом следующий, потом следующий. Вот. Это сортировка. Вот. Иногда бывает лучше что-то отсортировать, если собираетесь там последние маленькие 3 объекта взять, или там большие наоборот, то тогда лучше отсортировать. Но здесь тоже надо подумать,
сколько будет здесь длина массива. Если будет подразумеваться, что мы здесь будем получать огромный какой-то массив, значит, надо подумать над этим алгоритмом. Может, что-то, наоборот, надо другое придумывать. Вот и все. Так, здесь дополнительно просто для вывода, вот, смотрите, const the longest movies, у меня переменная, когда вызываю, да, эту функцию, longest movies, сюда вызываю get long movies, то есть вот эту функцию, и передаю мой массив movies. Потом сюда попадает сортированный список, и этот сортированный список я передаю в show movies. И show movies показывает то, что мы видим на экране. Вот. Едем теперь дальше, давайте. Когда мы начали тему объектов, мы уже, можно сказать, затронули тему ООП. На английском тоже будет ООП, OOP. Что означает? ООП – это у нас объектно-ориентированное программирование. На английском Object-Oriented Programming. И на самом деле этот методология, можно сказать, принцип программирования появился еще, по-моему, в далеких 70-х годах. Раньше как программировали наши дедушки? Другие методы не будем затрагивать. Вообще до этого, до появления объектно-ориентированного подхода была такая процедурное программирование. Процедурное программирование. Что это значило? Это значило, что все программы, которые раньше программировались, они писались с помощью функций. То есть вся логика программ была написана именно с помощью функций. Функции, когда функций много в программе, это, можно сказать, тоже плохо. Вроде бы кажется, функция классно, один раз что-то написал, потом функцию можно вызывать несколько раз, где захочешь. Но на самом деле в каких-то сложных программах функции не решают проблему. Потому что когда функций много, какие-то функции начинают зависеть от других функций. То есть какая-то функция берет то, что возвращает первая функция может еще откуда-то из другой функции что-то брать. То есть появляется зависимость, и когда вы, допустим, меняете одну функцию, не знаю, нашли ошибку или нужно дополнить какую-то фичу, и вы поменяли одну функцию, и все, по цепочке пошло, и все функции, которые, например, рассчитывали на работу одной функции, они все поломались. И вот тогда, чтобы решить эту проблему, придумали объектно-ориентированный подход в программировании. То есть это не язык программирования, а именно методология, подход, можно сказать, принципы программирования. И она стала очень популярной. То есть вот этот принцип ООП стал популярным, потому что у него есть 4 принципа. Это абстракция, полиморфизм, инкапсуляция и наследование. Попробуйте погуглить, прочитайте, что вот эти принципы значат. И я вот эти принципы попытаюсь вам показать на практике сегодня. Смотрите, объекты, они классные. Когда мы начали создавать объекты, это классно, потому что с помощью объектов мы, получается, группируем разные значения, то есть разные переменные можем сгруппировать. Там же можем, например, сгруппировать какие-то методы, функции, чтобы что-то делать. Предположим, мы хотим, допустим, мы пишем какую-то компьютерную игру, где нам нужно нарисовать шарик. Шарик в виде круга, шарик это круг, можно сказать. Вот. Как бы я объявил
этот шарик в виде объекта. Я бы написал, например, const circle, и вот через объектный литерал написал бы, у круга что самое главное? Это радиус. Да? Чтобы нарисовать круг, нужно знать радиус. И скажу, например, создаю круг, допустим, ну, условно там радиусом 1 сантиметр там, или 1 метр, неважно. Вот. У этого круга может быть, например, position, где я хочу нарисовать его. Позиция на экране, да? У него может быть, ну, скажем, координаты. Координаты по x, там, допустим, x1. Координаты по y, например, тоже 1. И, допустим, у этого объекта будет еще метод draw, у которого будет function, то есть функция. И эта функция будет делать, например, в документе писать document write, там drawing circle. Ну, представим, что здесь вот, можно сказать, мы вызываем эту функцию, и объект нарисуется на экране. Вот. Как мы теперь им воспользуемся? Чтобы нарисовать функцию, нарисовать круг, я вызову метод draw у этого объекта. Я беру circle.draw, сохраняюсь. Так, видим, круг нарисовался, да, скажем, ну, условно, скажем, круг нарисовался. Здесь будет на самом деле там какой-то реальный код, который нарисует круг. Ну, для простоты вот просто выведем это в качестве текста. Текст, круг вывелся, можно сказать, нарисовался. Теперь у меня к вам вопрос. Что нужно сделать, чтобы нарисовать еще один круг? Только радиусом там 2 сантиметра. Кто как думает? Так, с первого взгляда, наверное, покажется, ага, можно же взять вот этот код, скопировать, поставить сюда, допустим, сделать circle 2, этому сделать радиус 2 и там drawing circle там 2. И потом, когда нужно нарисовать второй круг, вызвать circle 2, draw. Вот. Ну, вроде бы второй круг или второй circle нарисовался. Классно. А что если таких circle'ов нужно нарисовать там 10, там, не знаю, 20 раз, то тогда получится, мы будем тупо просто один участок кода копировать и менять там максимум 2 значения. И это плохо на самом деле. Это очень плохой подход. И для этого у нас есть классы. В объектно-ориентированном программировании принято вот эти объекты создавать с помощью классов. В JavaScript прям таких классов, как в других языках, классических классов, нету. У JavaScript объектно-ориентированный подход, он немножко по-другому реализован. И чуть-чуть, можно сказать, ну, практически его нет. Классы есть в JavaScript, но это, можно сказать, синтаксический такой сахар. На самом деле объекты или там, скажем, условно классы, такие полноценные объекты в JavaScript создаются несколькими способами. Первый способ, когда мы просто один объект такой маленький создавали, это когда мы использовали
литерал объекта, да, это вот фигурные скобки. Внутри там k-value. Это, ну, такой, можно сказать, экземпляр, сразу же можно сказать, экземпляр какого-то класса, объекта. Ну, прям скажем, тип объект создавали. А теперь нам нужно сделать уже такой более масштабный circle, который можно было бы создавать сколько раз, сколько захотим, только уже с меньшим кодом. Вот. Более такой подход, который называется, это factory functions. Factory переводится как фабрика, да? Так, минутку, друзья, сейчас. Так, прошу прощения, друзья. Продолжаем. Factory означает, ну, как бы фабрика. Мы сейчас напишем функцию фабрику, которая у нас будет выпускать вот эти циркулы. Как создается объекты с помощью функции фабрик? Мы определяем обычную функцию. Function, допустим, create circle. Ну, создай круг, да? Эта функция будет принимать радиус. И внутри что она должна делать? Она должна возвращать нам return radius. То есть она будет возвращать нам объект, вот, да, объект. Радиус, который равна радиусу. То есть у объекта будет ключ радиус, и значением этого радиуса будет то, что мы сюда передали аргументом. Ну, скажем, у него будет метод draw, function и document write. Там drawing circle. И у этого circle радиус будет, допустим, сразу давайте выведем радиус. Так, вот теперь я создал функцию, которая у меня будет создавать объект, у которого есть радиус и который умеет себя рисовать. Как я воспользуюсь? Мне теперь нужно создать именно объект. Сейчас я, получается, просто описал какую-то функцию. А мне сейчас нужно реально описать, получить какой-то объект, то есть создать экземпляр от этого объекта. Я пишу, создаю переменную, допустим, circle. Просто circle. И сюда положу значение, которое мне вернет create circle. И create circle я передам, допустим, число 1, то есть радиус 1. Вот, я его получил и хочу нарисовать circle. Я обращаюсь к circle, вот переменной circle. Поскольку теперь у меня вот здесь хранится объект, который который был возвращен функцией create circle, я могу теперь добраться до его метода, который называется draw. Смотрим. Нарисовался круг, у которого радиус 1. Мне нужен второй круг, у которого будет, например, радиус 2. Создаю инстанс, или, можно сказать, экземпляр circle 2. Также вызываю create circle. Теперь могу уже сюда передать число 2. Так, вот этот код теперь закомментирую. Даже давайте оставлю. И circle 2 вызываю draw. Смотрим. Вот первый объект, первый круг нарисовался. Нарисовался теперь второй круг. Смотрите теперь. Вот так писать легче же. Один раз объявить, там, сделать функцию, а потом создавать вот этих кругов сколько раз, сколько захочется. Ну, мы копируем, конечно, ну, как бы
функцию вызываем, но уже с меньшим кодом, да. Предыдущий подход мы копировали там, не знаю, условно 5-6 строчек кода, да. Если объект будет большой, представьте, там 50 строк, и таких нужно 100 штук. Тогда мы копировали 500 строк, да. А теперь у нас код стал намного масштабнее. Мы вызываем функции с разными параметрами, и мы получаем разные циркулы с разными радиусами. Здесь спрашивает, почему вы их кругами называете. Ну, для наглядности просто. На самом деле, дальше пойдем, будет другие вещи. Так, рисуем круг, да. Теперь второй способ. Factory function, они тоже хорошие. Они действительно тоже классные. Есть еще другой подход. Другой подход называется constructor function. То есть функция-конструктор. Оно практически выглядит как factory function, там, за исключением некоторых вещей. То есть constructor function. Как теперь сделать тот же самый circle, круг, да, с помощью конструктора? Вот это все я удаляю. Теперь определяю уже другую функцию. Вот смотрите, constructor functions. Не зря называется constructor functions. Ключевое здесь слово function. Потому что мы пишем обычные функции. Function. И уже назову это circle. И смотрите, обязательно пишу с большой буквы. Ну, в других языках программирования тоже так принято, что если мы описываем какой-то класс, то класс должен начинаться с большой буквы. Circle. И здесь тоже принимаем радиус. Теперь я использую такие ключевые слова. Пишу this radius равно радиус. This row равно function. И консоль, не консоль, а document write. Document write. Так. Drawing circle. Так, радиус. This radius. Вот. Эта функция уже выглядит по-другому, да? Что означает вот здесь слова this? This – это, можно сказать, указатель. Когда я вызову эту функцию circle, чтобы создать какой-то круг, да, я точно так же, как и в предыдущий раз, буду создавать circle. Там могу назвать circle, там, не знаю, my circle, любое название, да, circle. И сюда уже вызову эту функцию уже по-другому. Здесь напишу слово new, ключевое слово, это обязательно, и напишу circle. И когда вызываю circle, сюда передаю там радиус. Вот. Смотрите, this это, можно сказать, указатель на экземпляр объекта. То есть, когда вызовется функция конструктор, this как бы означает, указывает на сам объект, то есть вот на этот объект, который создался. И у этого объекта есть радиус, и этот радиус, который передан, запиши ему в ключ радиус. А этот метод draw запиши как бы ему. То есть это слово this говорит, как бы указывает на сам объект. Вот. Дальше внутри конструктора функции мы обязательно должны указывать на сам объект this. Теперь пробуем нарисовать circle. То есть точно так же я обращаюсь там circle и там radius, то есть draw, нарисуйся. Вот рисуется circle R1. Нужен, например, circle
Так, здесь у меня опечатка. Так, circle. Circle, например, 20. Здесь также создаю new circle. Передаю 20. И circle 20.draw. Точно так же рисуется уже второй круг, у которого радиус 20. Так, что теперь выбирать? Как бы factory function или constructor function? Оба метода работают. Оба метода работают, и в разных командах пишут по-разному классы. То есть можно сказать, вот эти функции, они являются классами из других, как бы можно сказать, в других языках как бы принято определять классы по-другому, а в JavaScript они объявляются в виде функций. Ну, также есть уже в новой версии ES там 6 версии, можно определять, как в обычных, как в других программах, в языках программирования через классы. Ну, это сейчас мы посмотрим, я покажу некоторые нюансы тоже. Вот смотрите, оба метода работают, здесь только как бы выбирать вам, какой вам хочется. Так. Точно так же, когда мы вызываем, например, Circle Draw, если нас интересует, например, именно радиус, мы также можем обратиться там. Давайте теперь в консоли выведу у Circle .radius. То есть, если нужны отдельные какие-то ключи, мы их можем вывести. Вот выводится один. Там точно так же для Circle 20 можем вывести его радиус и так далее. Смотрите, теперь вот эти переменные, которые я внутри создаю, они уже у объектов не свойства ключи, а называются атрибутами. Атрибутами или свойствами. У обычных объектов, у экземпляров, они как бы свойства, да, key-value, а в классах это уже атрибут, свойство. Теперь давайте посмотрим вот самый последний синтаксис, новый синтаксис с ES 6, который добавили с обновлением. Да? Это у нас определение класса через ключевое слово класс. Так, и теперь что такое вообще класс? Класс это в объектном ориентированном программировании называют так называемый шаблон кода для создания объектов. То есть мы описываем, как мы делали функции, описывали функции, то для объектов, для создания объекта тоже мы должны описать некий шаблон, по которому наши объекты, потом инстансы, да, экземпляры должны создаваться. Вот. В новом синтаксисе принято использовать ключевое слово класс, потом придумываем название. Ну, тот же самый circle. И здесь важно, это теперь уже не функция, да, я уберу вот это. Это теперь уже не функция, а уже другой синтаксис. Мы уже создаем класс, поэтому ставим вот фигурные скобки. И когда мы создаем объект или там описываем класс с помощью ключевого слова класс, то у любого объекта есть метод, который называется конструктор. Вот. Конструктор, он вызывается, когда экземпляры начинают создаваться. То есть дальше по коду, когда я начну создавать экземпляры этого класса, то в этот момент вызовется эта функция, то есть вот этот метод конструктор, и создаст нам объект. Сюда мы обычно передаем вот эти атрибуты. Какие атрибуты будут у нашего объекта? Допустим, для нашего circle это радиус. Вот. Теперь в теле конструктора я описываю то же самое, что было в конструктор функции. То есть this, как бы я должен указать, что этот объект, указать на сам объект и написать radius равно радиус. То есть в this radius запишется вот этот радиус, который мы передали сюда. Так, теперь как описываются методы.
draw, как обычные функции. То есть, когда мы внутри объекта вписали, то тогда здесь нужно было написать какой-то key, поставить двоеточие, написать слово function, придумать название, потом только. А с помощью класса уже нам нет необходимости определять key, даже определять, как бы использовать ключевое слово function. Мы просто, как будто бы мы вызываем функцию draw, и здесь внутри что делает метод этот? Оно выводит document write, сообщение о том, что он рисует, то есть сообщение о том, что circle нарисовался, да? Circle, там R, this, radius. Так вот, я теперь, получается, объявил или описал класс. Теперь могу создавать экземпляры или объекты этого класса. Const, пишу circle, равно new circle и передаю сюда radius. Пишу circle, точка draw, получаю circle. Нужен второй круг, circle, пишу new circle, 30, circle 2, точка draw. Рисуется так, circle 2 is not defined. Так, опечатка. Вот, рисуется уже второй круг с радиусом 30. Так. И сейчас уже можно писать, использовать классовый подход, то есть вот этот синтаксис класс, потому что, ES6 давно появился, и как бы если вы переходите из другого языка программирования, вы, наверняка вам покажется, что вот так объявлять классы, намного визуальнее, да? Потому что во всех других языках примерно классы объявляются вот таким образом. Там у них есть свой конструктор, где вот описываются атрибуты, есть свои методы. То есть методы — это то, что они умеют делать. То есть объекты должны уметь что-то делать, и они называются функции. По-обычному они определяются как функции, записываются как функции, но в терминологии называются методами. Вот. А атрибуты — это, можно сказать, ихние свойства. Вот. Теперь смотрите. В объектно-ориентированном программировании очень тоже классная штука – это наследование. И для наследования мы сейчас напишем другой, еще более такой демонстративный такой класс. Смотрите, объявляю класс user. На сайтах есть пользователи, да? У пользователей что у них может быть? Вызывая конструктор, у пользователя есть имя, да? Name. Скажем, age. Если нужны еще какие-то свойства, мы здесь можем описать его. Вызываю конструктор с параметрами name, age и указываешь this name равно name. This age равно age. Так, и, допустим, скажем, этот юзер может рассказать о себе. Say name. Напишем метод say name, который будет выводить имя пользователя. И, скажем, document write hello, my name is. И здесь шаблонная строчка this.name. Так, что еще может? Скажем, say age. Это
этот объект, ну, пускай дополнительно еще сообщает свой возраст. Там document write. I am, например, this age. Вот, получается, я сейчас как бы описал один класс, у которого два атрибута. Это имя и возраст. Этот объект будет, класс может выводить сообщение о себе, свое имя, выводить сообщение о своем возрасте. Теперь, смотрите, было бы классно, например, сделать какие-то других пользователей на сайте. Там, на сайте, скажем, user это будет такой некий общий класс, скажем, для всех пользователей. Но и среди пользователей у них могут быть разные роли. Кто-то может быть администратором, кто-то может быть модератором, кто-то еще кем-то. И получается, ну, чем отличается админ от простого юзера? Напишите в чат, чем отличается юзер от обычный юзер от администратора, админа сайта. Доступ. То есть у него больше доступа. Простые юзеры, они могут смотреть, а админы могут что-то удалять, что-то добавлять. Что их объединяет, как вы думаете? Админа и юзера. Что может их объединять? Ну, практически они же, ну, скажем, мы же люди обычные. У админа тоже может быть имя, да? Админ Вася. У админа тоже есть возраст. Только у него, скажем, будет дополнительно какое-то свойство, которое определяет его роль на сайте, который может делать что-то. И как мне теперь создать другой объект или другой класс администратора? Я могу взять вот это все, скопировать и написать там. Вот я описываю класс админ. У него есть возраст, age и, скажем, например, user role. Роль юзера, да? И могу здесь сказать, например, this user role равно user role. А потом, там, скажем, администратор может уже приветствовать других чуть-чуть по-другому. Там, скажем, привет, я суперадмин, там, могу тебя удалить. Там, или еще как-то по-другому, да? На самом деле вот так можно объявить класс, но смотрите, это практически одно и то же. Вот user и это. И через наследование, получается, мы можем увеличить как бы возможности юзера. Мы возьмем все, что есть у юзера, но то, что не хватает юзеру, добавим админу. Как это теперь работает? Я создаю новый класс, скажем, админ. Но поскольку мне нужно взять вот эти все свойства, которые есть у юзера, я воспользуюсь ключевым словом extends, то есть как бы расширяет, да, переводится, расширяет класс user. Теперь я вызываю конструктор. Конструктор, у админа тоже есть name, у него тоже есть age, плюс дополнительно у него есть user role. Теперь, чтобы сказать JavaScript, что вот я ничего не трогаю от юзера, мне нужны от юзера вот эти ключи, как бы вот эти свойства, я должен здесь вызвать хотя бы один раз, то есть вообще нужно вызвать один раз метод super. Метод super говорит как бы возьми то, что как бы в методе super мы должны определить то, что мы берем от юзера. От юзера мы, получается, собираемся взять name и age. Вот, мы этот метод вызвали, как бы указали на родителя. И дальше нам осталось описать вот user role. Здесь я пишу, просто дописываю this
user role равно user role. Все. Теперь, смотрите, дополнительно ко всем вот этим методам админ у него будет возможность говорить о своей роли. Там, скажем, sayRole. У него будет метод sayRole. Так, скопируем отсюда document write. Ставим сюда. Что здесь выведем? Давайте выведем сообщение там. I am и там this user role. Вот. Теперь давайте пора создавать инстансы, то есть сами объекты, экземпляры. Const Вася. То есть теперь я создаю сам объект. Когда я вот здесь говорю user, я как бы его описал, да? Теперь мне нужно создать самого объекта, который будет Васей. Вася пишу и вызываю здесь new. Там, сперва давайте посмотрим юзера. New user. New user. И сюда, когда я буду вызывать конструктор, мне нужно передать имя, там, Вася, что это Вася, и возраст. Там, скажем, 15. Вот. Теперь смотрите. Я у Васи вызываю метод sayName. sayName. Вася говорит: привет, меня зовут Вася. Я говорю: Вася, сообщи нам свой возраст. Say age. Вася говорит: I am 15. Все, теперь возможности юзера исчерпаны. Обычный пользователь может только так. То есть он может сообщать только свое имя там, и возраст. Но у нас есть админ. Давайте теперь создадим админа, которого зовут Петя. Петь. И говорю здесь new admin. Поскольку здесь тоже нам нужно в конструктор передать имя, возраст, ну и еще дополнительно user role. Передаю там: меня зовут Петя, то есть объекта будет имя Петя, там, возраст 25 и user role, например, админ. Вот. Теперь мы у Пети вызываем sayH. Не sayH, а сперва sayName. Заметьте, я в админе, в классе админ, никаким образом не описывал sayName, да? sayName есть только у юзера. И давайте смотреть, сможет ли теперь сейчас Петя рассказать о себе. Смотрим, вот hello, my name is Pete. Вот это и есть наследование. То есть класс админ наследовал все, что есть у юзера, и дополнительно расширяет возможности класса юзера. Это у него есть дополнительный атрибут user role. Дополнительно еще он может говорить о своей роли. Там также Петя может рассказать о своем возрасте. Петя, мне 25. Петя еще может сказать там say role. Петя говорит: I am admin. Вот. Это и есть наследование. Получается, таким образом мы можем изначально сделать какой-то общий класс, потом этот класс уже расширять с помощью наследования там, и так далее, и так далее. Да? Добавлять какие-то свойства, добавлять какие-то методы, а все остальное по умолчанию унаследуется. Только не забудьте вызвать супер у подкласса, чтобы явно указать там конструктору, да, я вот хочу использовать там name и age от родителя. Так, дальше едем. Теперь давайте
посмотрим, как можно теперь, скажем, сейчас смотрите, когда Петя рассказывает о себе, о своей имени, мы никоим образом не меняем вот этот класс, вот этот метод, который унаследовали от юзера. Say name, он говорит hello, my name is Pete. Вот, да? А что если, допустим, админы могут там рассказывать о себе по-другому? Как это можно сделать? Ну, условно скажем, там, админ чтобы админ там говорил не просто hello, I am Петя, там, hey, там, hey folks, там, или еще как-то по-другому, да? Это можно описать. Мы просто указываем тот же метод, получается say name, и мы здесь можем переопределить, скажем, родительский метод. Там document write, что он может вывести в имени. Пускай он не привет там, не hello, а на русском что-то выведет. Привет. Вот смотрите теперь. Привет, это Петя. Он говорит, так, давайте я вот здесь вывод Васи отключу. Вот, теперь привет, это Петя. Там, мне 25, я админ. А что если, допустим, say name, он бы наследовал бы, админ наследовал бы все, что говорит там user, ну, дополнительно, чтобы он что-то там дорассказывал, да? Как это сделать? Вот этим кодом получается, я просто взял и полностью переопределил то, что унаследовал. То есть здесь говорится hello, my name is, а мы здесь переопределили hello на привет это. Но сейчас мне хочется, например, чтобы он также говорил hello, my name is, а потом еще что-то. Для этого мы также в методах можем указать super, вызвать метод super. И здесь не то чтобы как бы вызвать, а указать там super и там метод say name. Say name и вызываем его. Вот таким образом. Теперь получается, у админа есть метод say name. Он наследует то, что есть в say name у юзера, и потом уже может что-то еще дописать. Document write. Там superhero. Вот. Так, давайте добавим здесь я просто добавлю br document write br и этот же document write вот сюда. Смотрите, теперь админ может говорить hello, my name is Петя, и дополнительно от себя пишет там superhero of this site. Сейчас все слитно, поэтому давайте вот здесь добавим пробелы. Вот. Таким образом, получается, мы унаследовали все, что может говорить, там, все, что есть у метода user в методе sayName, а потом уже дописали там функционал, да, условно. Вот. Остальное все по умолчанию, все как есть, только вот вывод user роли. Вот. Теперь, когда мы дошли до объектов, в работе, когда вы пишете скрипты, есть некие нюансы. Давайте про это поговорим. Смотрите. Я могу объявить переменную x и там здесь создать там просто число 10. Объявляю переменную y и говорю, вот здесь будет храниться то, что есть у x. То есть я говорю x равно 10, а y равно
тому значению, которое есть у x. Попробуем вывести это в консоли или документ. Давайте в консоли лучше, чтобы консоль, лог. Я пишу x. Получаю 10. Вывожу y. Получаю 10. Что будет, если я вот здесь x поменяю на 20? Как вы думаете, какое значение теперь хранится в y? 10, 20, 20. Мы получаем у y десятку. Смотрите, когда мы вот таким образом копируем значения, и если вот эти значения являются примитивными типами данных, то значения, ну, как бы копируются сюда, а потом они не затрагивают друг друга. То есть, когда я меняю x, y не меняется. Сюда изначально, когда я назначил x и y равно x, сюда вот 10, ну, можно сказать, грубо сказать, 10 взялся, скопировался сюда. То есть y и x, они как бы друг другу ничем не мешают. А потом, когда я определяю, как бы перезаписываю x, то значение y не меняется, поскольку здесь хранится копия значения 10. То есть само значение сюда копируется. Вот. А бывают случаи, когда, допустим, в переменные нужно копировать объекты. Объявляю сейчас уже другой тип данных. Это у нас объект. Напишу, например, там, ну, условно ключ order, пускай здесь будет 10. И говорю, вот y равно x. Вот, пока вот это убираю, вывожу x, вывожу y в консоль. Первый объект это у нас вот x. Получаем объект равно 10. Второй вывод это у нас вывод y. Здесь тоже 10. И точно так же вот здесь попробую переопределить теперь уже x, обращаясь через ключ order, поскольку у этого объекта есть order. И говорю, здесь будет, например, 30. Написал 30, выводим это все в консоль. Теперь в обоих переменных хранится одно и то же значение, 30. Напишу здесь 100, и в переменной x и в переменной y будет 100. Вот. Это стоит учитывать, когда мы копируем переменные, в которых хранится уже тип объект, то здесь уже мы не копируем значение, а копируем, как бы можно сказать, указатель. Ну, можно сказать, где-то в операционной памяти хранится там order 10, а когда мы создаем y и y равно x, как бы появляется другая стрелка, которая указывает на ту же ячейку памяти. То есть у x будет один указатель на какой-то адрес памяти, где хранится order 10, и у y будет такой же указатель, который есть у x. А потом, когда мы x меняем значение, у y тоже меняется значение. Это надо учитывать, и такой некий, можно сказать, нюанс. И во многих языках тоже такое есть. Где-то, например, наоборот происходит в каких-то языках, где-то примерно как в JavaScript. То есть это для того, чтобы вы знали, что когда вы копируете какие-то значения из переменных, не забывайте, что когда вы копируете объекты, то у вас как бы вы копируете указатель. Вот. Теперь переходим к упражнениям. Так, сейчас выполните первое упражнение. Первое упражнение, вам нужно сделать класс, там, ресторан. У этого класса должны быть два атрибута. Это название и тип кухни. Там, не знаю, там, ресторан у Пети, там, французская кухня. И должен быть метод, который выводит сообщение с названием и типом кухни.
Там, плюс еще дополнительно добавьте метод, который будет выводить сообщение, там, ресторан когда открыт, то есть ресторан открыт там или закрыт. Вот. А потом доделайте второе упражнение уже дома и самостоятельно работах, что у вас будет. Первое задание. Вы дальше работаете уже с тем рестораном, который вы сейчас создадите. Вот. Что нужно сделать? Вам нужно дописать этот класс так, чтобы у этого ресторана появился дополнительный атрибут, там, условно там served, где будет храниться количество обслуженных посетителей. Изначально оно будет 0. И у него появляется новый метод, который называется serve. Вот метод serve, и каждый раз, когда вы будете вызывать метод serve, оно должно увеличивать там вот этот serve на 1 единицу. То есть пришел один человек в ресторан, покушал, вы вызываете метод serve. Появляется вот в атрибуте serve там число 1. Там пришел второй, покушал, ушел, вызвали метод serve. Там здесь уже, поскольку метод serve увеличивает на единицу, вот здесь будет уже 2 и так далее. Но что если там залпом пришла такая большая компания, там человек 20, и надо сразу их обслужить? Ну, можно вызвать serve 20 раз, но можно сделать один метод, который может увеличивать количество посетителей сразу на то количество, которое мы сюда передадим. То есть вы должны сделать метод setServed, и там, скажем, условно, вот здесь будет там число 56. Там, если пришли 56 человек, сразу залпом покушали и ушли, вы один раз вызываете этот метод, пишите там 56, все, теперь вот здесь изначально, допустим, было 2, там утром пришли 2 человека, после обеда 56 человек покушали, значит здесь будет 58. То есть после того, как вызовется метод served, этот served должен увеличить количество served. И дополнительно там в конце там приходит владелец как бы ресторана, вызывает метод show total served. Он должен посмотреть общее количество обслуженных людей за день, там, к концу дня, да. И этот метод должен показать окончательное количество обслуженных людей. Вот. Это первое задание. И второе задание, вам нужно создать класс Cars. Обычные машины, у которых есть атрибуты марка, там, год выпуска, мощность, там, цвет машины и так далее. Но потом в вашей программе появляются там электромашины, электромобили. Вы создаете класс ElectroCars, который наследует практически все, что от класса Cars, все, что есть у обычных машин, да? То есть, у них есть некие особенности. У электрокаров там есть дополнительно там, объем аккумулятора, да? Сколько оно может вмещать электроэнергии. Там плюс у него должен быть там дополнительный метод promote, который должен рекламировать там, покупку электромобиля. Вот и все. Так, из 2 домашних заданий приоритет отдается первому, чтобы вы его сделали, потому что здесь интереснее логика, а второй предназначен для практики и наследования. Вот. Сейчас быстренько делимся и выполняем первое упражнение. Так, скажем, 20 минут давайте. Чуть-чуть затянулись. Поехали. Так, продолжаем, друзья. Так, получилось ли у вас написать класс? Ардулет. Вот. Вот.
Казым экинчисин бүтүп калгам да. Мгм. Как раз бүтүргөндөн кийин айтпайм. Бул биринчиси. Ресторан, бар, тип кухни. Ресторан открыт или закрыт. Мгм. Код мындай болду. Класс объявлять эттим, ресторан. Андан кийин конструктор. 3 атрибут бар. Имя, Мгм. тип и время. Андан Мгм. кийин метод. Ичинде документ турат. Наш ресторан называется this name. Обращаемся к нейму. Андан кийин тип кухни. Андан кийин кайра экинчи метод. Open and close it. Ошонун ичинде ресторан this name кайра ресторан ашар деп коебуз. И открыт или закрыт бияка жасабыз. Аяна кайра новый константа. И классты чакырабыз дагы. Первый name'ди жасабыз. Ашар. Мгм. Тип кухни. Көргүз. И открыт или закрыт. Андан кийин ушу рестке обращаемся. Ошонун ичиндеги метод show'ду ачабыз. Чтобы этот метод иштеш үчүн. Мгм. Экинчисинде ошентип обращение кылабыз. Ошондон результат чыгат да. Мгм. Экинчиси жаңы эле бүтүп калган ошо. Ошон объявлять этпеш керек болчу да. First name. Строка open. Возраст. Мгм. User 1. Обращаемся describe. Да, азыр first name жаздык бияка 3 атрибутта. Мгм. И бияк новый метод. Про пользователь деп туруп first name, первое имя. Андан Мгм. кийин info про пользователь, бияк имя, фамилия, last name, возраст, user age. Мгм. Андан кийин экинчи метод. Бул жерге персональный приветствие. Ошондо приветствую тебя деп туруп first name'ге обращение кылабыз. Да. Info про пользователь, фамилия, возраст. И бияка пробел кошуш керек. Мгм. Эко тең эми туура эле болуп турбу? Ооба, жакшы. Жакшы. Молодец. Чоң рахмат. Мгм. Фирдаус. Саламатсызбы? Саламатчылык. Так, демонстрация көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Мен вот здесь в консоли сделал. Мгм. Получается класс, как ES6 версии, Мгм. title kitchen open, методы, получается, здесь, ну, атрибуты. И потом здесь уже через функцию документ write обратился. Потом здесь константа дет ресторан, new ресторан, название и тип и открыто. Потом вызываю ресторан функцию. Сейчас. Вот, получается, title of restaurant Verona and type Italy and it's open. Мгм. Жакшы. Отлично. А вторую я не успел, так вот первую вот сделал. Мгм. Хорошо. Классно. Спасибо. Так, Бактыгүл. Здравствуйте, Агай. Здравствуйте. Вот у меня вышло сейчас. Я работала вместе с Джама Рустамовой. Класс ресторан, Мгм. имя и тип ресторана. Мгм. Здесь название и тип показываю.
И потом проверяю, открыт он или нет, через if, else. Так, правильно, да? И потом вызываю две функции show и open, false. Он будет у меня закрытым. Это ресторан, название Beijing, тип китайский, и ресторан открыт, оказывается. Потом второе задание. Здесь user и есть имя, фамилия, возраст, адрес и статус. Потом описание юзера, здесь имя, возраст и только статус, 3 атрибута вызвала. А здесь приветствие. И вызвала две функции. Вот здесь описание человека, а тут приветствие Джамы. Отлично. Отлично, ребята. Так. Молодцы. Так, у кого еще не смотрели? Бактолет смотрели, да? Так, Бактугуль. Тоже смотрели сейчас я. Так, смотрели. Так, все вроде, да? Так, был вопрос в чате, я чат просматривал, ребята, был вопрос, можно ли сразу наследовать классы сразу от двух. В JavaScript прям так явно нету такой возможности наследовать, например, какой-то класс из сразу двух. Это можно реализовать, но это, ну, скажу честно, не такой прям, ну, можно сказать, хороший способ. Смотрите, лучше всего наследоваться от одного класса, но если прям горит, то тогда вот надо писать специальные функции, самому писать специальные функции, но это как бы будет реализовано через копирование. И это не очень-то такой хороший подход. Теперь смотрите, у каждого объекта, если вы выведете, например, какой-то объект в консоли, скажем, так, Петя, у нас есть Петя, console.log. Если выведем в консоль, вот он, админ, смотрите. И у любого практически объекта есть, вот выводятся сперва атрибуты, потом есть прототип. В прототипе есть конструктор, вот есть все данные, там аргументы, колоры, длина, все остальное. Дальше идем, у этого есть еще другой атрибут, прототип, есть еще прототип. В общем, в JavaScript как бы классы организованы таким образом, они основаны на прототипном, можно сказать, наследовании. То есть у каждого объекта есть прототип, и этот прототип, можно сказать, родитель его. Но дальше может идти, поскольку я здесь у админа там есть, смотрите, в прототипах вот конструктор, sayName, sayRole там, и так далее, да? Я могу, если я возьму и какие-то методы вырежу и вставлю внутри, так, то вот эти методы, которые появятся внутри, то они будут, так, здесь будет this, так, и так. В общем, смотрите, когда у объектов, давайте на более простом объекте посмотрим, есть какое-то свойство, там, скажем, let x, и это будет какой-то объект, выведем в консоль этот x,
Так, а вот это все закомментируем. Вот у меня есть объект. Даже если он пустой, у него есть прототип. То есть все объекты, у всех объектов есть такой базовый объект в JavaScript. И самый такой родитель, он называется прототипом. Но он может еще наследовать от других, но сейчас я явно указываю, что это объект, прототип, никаких типов здесь нет. Но у него есть прототип, у прототипа, то есть у родителя есть свой конструктор. Смотрите, здесь куча всего. И есть некие методы, что оно может делать. Там, toString. Допустим, если я возьму у x, попробую вывести там документ write там, x.toString, выведется object. То есть мы сейчас взяли и смотрите, я объекту x никаких, можно сказать, методов не прописывал, да? Но поскольку он наследуется от базового объекта, который есть в JavaScript, а у базового объекта есть, вот, например, метод toString, который выводит, то есть превращает этот объект в строку и выводит в документе. И этот вывод в большинстве случаев выглядит вот так. Object. Вы можете его переписать, там, например, toString. Есть способы разные, вот, переопределить прототип функции и так далее. Да? И таким образом, исследуя в консоли, вы можете узнать разные, допустим, методы, которые есть у объектов. Сейчас я x объявил как просто пустую строчку. Да? В console.log вывожу x. Так. Не то чтобы, да, давайте посмотрим на арреях. Вот массив. Показывается пустой массив. У него есть свойство length. У него есть прототип. И в прототипе, если вы посмотрите, все, что вот указано функцией, это, можно сказать, методы. Вот у него есть метод add. Значит, с ним можно что-то делать. Метод concat. То есть таким образом вы у каких-то объектов можете узнать методы, а потом там узнали, там, что есть там every, да, метод. Идете в Google и забиваете там. Давайте возьмем как что-нибудь другое. Там find index или flat. Вот. Пишем flat.js. Идем в документацию developer и можем здесь уже более подробно узнать, что делает этот как бы метод, который работает для массивов. Возвращает новый массив, в котором все элементы вложены под массив, там рекурсивно подняты и так далее, и так далее. То есть здесь можно посмотреть примеры и решить, ну, как бы для себя, как бы отметить, в каких случаях он может понадобиться. А потом, когда вы будете что-то программировать, у вас будут разные задачи, и будете вспоминать, а что мне лучше использовать там. Нужно обработать массив, посмотрели все методы массива, и для себя подобрали что-то подходящее. Да? Если здесь нет, ну, значит, тогда придется выкручиваться и делать свой алгоритм какой-то специальной обработки или еще что-то. Ну, плюс еще можно там вот эти методы, как бы совмещая, что-то там получая чего-то там, дальше уже добиваться своих каких-то результатов. Да? Как, допустим, я делал получение 10 там, фильмов, самых длинных фильмов, да, сперва, например, зачем мне нужно было перебирать, если полный массив, выводить, что-то сравнивать, когда можно его быстренько там упорядочить, отсортировать и потом взять, да, что, как бы, то, что нужно. Вот. Так, что еще хотелось бы сказать? Так, друзья, объявление. Самое главное объявление, я чуть не забыл. На этом мы практически, можно сказать, завершаем такую боевую часть молодого бойца JavaScript разработчика. В дальнейшем уже у нас ждет работа с DOM-деревом.
Дальше мы уже начнем изучать работу именно с тегами, то есть событиями в браузере, то, что нам будет более такое интересное. В командировку меня не будет до 13-го, то есть 13-го у нас уже будет занятие, поэтому объявляется такой вынужденный каникул. Вынужденный каникул, поэтому хочется сказать вам, чтобы те, кто отстают, прошлись по всем урокам, которые мы прошли, базам, плюс еще дополнительно прочитать все вот эти дополнительные материалы, там JavaScript, Learn JavaScript прочитать до блока Document Object Model, DOM, есть там раздел специальный DOM, а потом мы уже начнем изучать DOM, то есть применять JavaScript именно уже на сайтах. Так, поэтому прошу прощения, конечно, мне хотелось бы дальше продолжить, не останавливаясь. Ну вот со второй работы придется поехать вот в командировку. У нас каникулы уже начинаются, можно сказать, с завтрашнего дня. 13 октября вечером у нас снова уроки. Вот. Плюс еще, что еще хочется сказать? Ну, Learn JavaScript, ребята, без него никак. Плюс еще практикуйте Абрамяна. Там есть разные разделы. Там сегодня сели, например, поработали над циклами. Над циклами несколько задач порешали, и циклы вам станут как семечки шелкаться. Там посмотрели функции, написали несколько функций, и можно сказать, вы хорошенько отработаете работу с функциями, созданием функций там и все такое. Есть еще очень важные методы обработки массивов. Там в Гугле наберите самые популярные методы для обработки массивов, методы для обработки объектов. Вам выведутся, например, фильтр, reduce, map, for each. Это вот самые основные методы, с которыми мы будем очень часто работать. Давайте я в чат напишу. For each метод. Так, есть еще метод reduce, фильтр, map. Вот эти 4 метода обязательно надо знать. Мы их на практике будем уже использовать, но хочется, чтобы вы сперва хотя бы познакомились, посмотрели и чтобы дальше пошли. Хорошо? Все ли посмотрели фильм «Алгоритмы», который выпущен в BBC? Как вам фильм? Так, давайте я разрешу включить микрофоны. Так, если кто-то еще не посмотрел, обязательно посмотрите. Там про основы алгоритмов, как вот эти алгоритмы влияют, очень интересно. Поэтому тоже рекомендую. И плюс книгу «Грокаем алгоритмы». Где-то в чате, по-моему, скидывали, да, ссылку, где можно скачать эту книжку. Вот. Так, есть ли у кого вопросы? Можете включать микрофон, я открыл микрофоны. Саламатсыз агай. Саламатчылык. Агай жана кайсы методдарды жакшы окугула дедиңиз? Каникул бүткүчөктү. Так, чатқа жазып койдум. Чатка жазып. Рахмат. Так, мен бияка деле жазып коеюн. For each.
есть reduce, фильтр и map. Вот эти 4 метода, они очень-очень часто используются. Особенно map и for each. Так, есть ли у кого еще вопросы? Да, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Абрамяна. Я открыл книгу, и там не совсем понятно, какие задачи решать. Может, есть другие какие-нибудь пособия, что-нибудь, может, посоветуйте? Или как правильно там, отнестись к этой книге? Там нет, вот помните, вы нам давали книгу, большую книгу по CSS. Угу. Вот наподобие этой книги, может быть, есть книги. Наподобие этой книги по JavaScript нету. Ну вот самый такой популярная книга это вот Абрамян. Есть типа подобные, но они не очень. Так, давайте я сейчас найду у себя эту книжку. Можно вопрос про Абрамяна тоже? Вот я нашла книгу и нашла решение этих задач, но на другом языке, там Python, C-Sharp. Мгм. Можно ли использовать их формулы, но писать JavaScript? Это не будет Да, конечно. самообманом? Смотрите, это не будет самообманом, если вы понимаете... Так, придется выключить микрофон. Так, смотрите, это не будет самообманом, если вы понимаете решение. Для чего, например, использованы формулы, зачем это использовано, какие приемы. А так, если вы просто берете и тупо копируете, ну, значит, это будет самообман, да? Надо как бы самому понять алгоритм, как другой разработчик решил эту задачу. Кроме этого, есть вообще онлайн эти сервисы. LeetCode. Здесь тоже есть задачи. Так, еще HackerRank есть. Так, смотрите, вот регистрируйтесь здесь, есть problems, только LeetCode на английском получается. Для начала выберите difficulty, там easy. И здесь можно, вот, например, выбрать какую-то задачу, прочитать, что здесь требуется, и потом попробовать выполнить. Вы здесь можете сразу ставить свой код, нажать Run Code. И если у вас код все верно отрабатывает хорошо по каким-то лимитам, то здесь в задачах тоже есть, например, лимиты, за сколько время это должно отработать, если есть restriction по памяти и так далее, да, то есть здесь в LeetCode вы прокачаете свои алгоритмические скиллы прям по максимуму, можно сказать. Но здесь задачи очень сложные. Придется думать. Ну, как привычку можете взять хотя бы скажем, в неделю пару задач, чтобы обязательно решить. Это вам тоже прокачает скиллы. Есть HackerRank. Еще на русском есть, по-моему, ACM, что-то такое было. ACMP, по-моему, да. Так, здесь тоже есть задачи. Здесь уже на русском. Видите, здесь тоже куча задач. Можете здесь тоже брать задания. Так, и давайте я сейчас поищу Абрамяна, как с ним работать. Так, вот. Так, здесь задачи сгруппированы по разным категориям.
Вот begin, да? Begin это в основном на ввод-вывод. Берете вот одну задачу, дана сторона квадрата А, найти его периметр. То есть то, что мы решали, помните, когда начинали JavaScript, там мы получали что-то, потом что-то вычисляли. Ну, здесь, по-моему, ничего особенного нет. Если здесь есть какие-то формулы, вот смотрите, здесь там надо решить там задачу по вычислению прямоугольника, да? По нахождению прямоугольника. Здесь указывается формула. Вот по этой формуле вы можете написать там свою программку. Давайте решим задачу begin, найти его периметр, сторона квадрата. Что мы делаем? Там получаем от пользователя там число, да? Ну, скажем, там let prompt, там, видите, там квадрата. Получается, мы получили данные от пользователя, но prompt возвращает это как строчку. Мы можем взять это, обернуть в number, чтобы превратить его в число. Потом нужно его вычислить. Там let result. И какая формула здесь говорится? P равно 4 умноженное на A. Ну, давайте напишем даже периметр. Так, периметр равно 4 умноженное на A. 4 умножаем на A. Так, и получается, выводим результат. Document write периметр. Так, просит. Ввожу 10. Так. Вот. Получаем результат. Это уже решение. Ну, чтобы, например, попрактиковать функцию, можете эту же задачу решить в виде функции. Какую функцию мне надо написать, например, как мне написать функцию, которая вычисляет периметр. Там я объявляю функцию function, скажем, там get или calc периметр. Оно берет число какое-то, ну, скажем, даже number, и возвращает. Return 4 умноженное на number. Так, вот это я все удаляю. Вот. Через prompt получаю от пользователя данные. Потом мне нужно вывести, как бы вызвать функцию calcPerimeter. Но как у меня сейчас в функции ничего нету, вывода нету. Поэтому для вывода я сразу напишу document write. Document.write. И здесь уже внутри вызову calcPerimeter и передам переменную A. Так, программа просит, ввожу 10, получаю 40. Вот. Вот таким образом просто продолжаете решать вот эти все задачи. Здесь практически, ну, если где-то сложное, есть формулы, да, а где-то нет. Если нет, то мы не обязаны как бы знать, да, все формулы, там, как вычисляется, например, траектория там Луны там или еще что-то там. Это можно погуглить, посмотреть, взять, например, формулу и эту формулу перевести уже в код. Вот. Так, вот и все, друзья. Тогда завершаем наш урок. Если у кого-то есть еще вопросы, можете поднять руки.
Если нет, то тогда уходим на неделю на каникулы. Получается, встречаемся 13 вечером. Так, во время каникул, если будут какие-то интересные задачи, я вам буду в Discord отправлять задачи, как челленджи, хорошо? Так, запись. Хорошо тогда, друзья. Всем спасибо. Всем приятного отдыха.